Здравствуйте! В эфире передача News on Air. Мы расскажем и покажем самые интересные новости. В студии Юрий Осипов. Давайте вместе вернем Арктике ее первозданный вид. Под таким лозунгом работает федеральный проект «Чистая Арктика» по очистке территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период. Из арктических районов Якутии вывезут тысячи тонн металлолома. Работы пойдут в поселках Чокурдах, Сайлык, Батагай, Тикси, Усть-Куйга, а также в Жиганске и закрытом промышленном поселке Лазо. Напомним, в республике программа реализуется с 2021 года. За прошлый год более 3000 тонн мусора было убрано на общей территории 28 гектаров Булунского и Устьянского усов. В программе приняли участие 130 волонтеров. В этом году планируется включить Алайховский и Верхоянский районы. Арктический десант здоровья осмотрел свыше 1000 жителей Момского района. В течение 2 недель узкие специалисты, разъезжая по 6 наслегам и 2 оленеводческим стадам, провели медицинские обследования взрослого и детского населения. Подробнее о проекте и об итогах выезда расскажет Светлана Амосова. Арктический десант здоровья – это проект, направленный на оказание медицинской и психолого-педагогической помощи населению северных районов. Проект находится под патронажем некоммерческой организации «Юные оленеводы». Мы это второй раз выигрываем грант президента Российской Федерации. Первый грант у нас был проект «Я оленевод». И в этом году мы выиграли арктический десант здоровья. В начале марта врачи отправились с бригадой в Момский район. Это окулист, нефролог, 2 психолога и паразитолог. Сначала специалисты провели медицинское обследование в оленеводческих стадах Кукуин и Магир. Доктора осмотрели оленеводов и сразу же на месте взяли анализы. Благодаря современному оборудованию, которое определяет 13 важнейших показателей организма, доктора в течение нескольких минут смогли определить у пациентов уровень белка, эритроцитов, лейкоцитов. Ранее такое в оленеводческих хозяйствах не практиковалось. Очень хорошо, что приезжая к нам в отдаленные места. У нас нет возможности ездить часто в центр. Поэтому было бы здорово, если бы это развивалось и продолжалось дальше. Далее врачи отправились по 6 наслегам района. Первым стал отдаленный поселок Сасыр. По словам жительницы села Аграфены Васильевой, у них проблемы с врачами. Узкие специалисты приезжают очень редко. У нас очень трудная транспортная схема. Если врачи приезжают в Момский район, все пишут, отчеты пишут, но они не доезжают до нашего поселка, потому что к нам не летают самолеты, не ездят машины, и население остается без медицинского обследования. И все население вынужденно едет в Якутск и проводит обследование на платной основе. Поэтому момчане очень рады приезду арктического десанта. За 2 недели пребывания в Улусе окулист осмотрела порядка 400 жителей. В основном это пожилые люди. Также немало было и подростков с жалобами на снижение зрения. Офтальмолог определила глазное давление, дала рекомендации и подобрала очки. Население, в общем, не очень-то такое запущенное. Они все очень ежегодно проходят обследование. Таких случаев нету. Мне кажется, я бы оценила бы, вообще молодцы, они работают. И момчане, и вообще коллеги наши, я думаю, они очень хорошо работают. Помимо медицинской, жителям оказывалась и психологическая помощь. В рамках десанта психологи провели тренинги кочевым семьям и членам семей участников специальной военной операции. Вот те обратившиеся семьи, да, жены, мамы, конечно, у них состояние очень тревожное. Я думаю, что вот та работа, которую мы сейчас проводим в рамках экспедиции, я думаю, что им это тоже поможет. Моя задача снять страх, стресс, которую они ощущают, пока вот дети и мужья находятся в спецвоенной операции. Также организаторы провели деловую игру «Развитие моей малой родины» для молодежи. Обучили население первой доврачебной помощи, рассказали о правильном сбалансированном питании. По предварительным медицинским данным, у жителей Момского района наблюдается много воспалительных заболеваний. Доктора всем дали рекомендации и назначения по лечению. Пациенты с заболеваниями взяты на учет дистанционно и сейчас находятся под наблюдением нефролога. Таким образом, арктический десант здоровья получил много положительных отзывов от населения. В дальнейшем они планируют охватить все северные улусы республики. Светлана Амосова, Лилия Уваровская, Момский район. Солнечные панели заработали в полную мощность с приходом весны в Арктике и Якутии. В 4 заполярных наслегах Момского района около 4000 жителей обеспечено электричеством благодаря гибридным электростанциям. Автоматика станций настроена так, чтобы отдавать максимальный приоритет выработке электроэнергии солнечным панелям. В
В период солнечной активности дизельные генераторы могут вовсе не работать. Напомню, что в Момском районе гибридные станции установили в сентябре прошлого года, но электричество за счет работы солнечных панелей стали получать с приходом весны. Мирнинские дошкольники изучили строение робота-пылесоса на экскурсии в мир современных технологий. За день ребятам показали, как сделать игрушку с помощью 3D-моделирования и устроили им гонки на лего-мобилях. Полезны ли современные технологии для дошкольников и нужно ли знакомить детей в маленьком возрасте с нанотехнологиями, узнавала Анна Брущенкова. Самый ответственный момент гонки – отлетает колесо. Хорошо, что это произошло не на чемпионате Формулы-1, а на занятии секции по робототехнике. Кира Спиридонова с маленькими коллегами в 6 лет знает, из чего состоит гоночный автомобиль. Мы используем палку, колеса 4, используем шипистые колеса, двигатель, мотор. Болиды дети собрали из лего, управлять им можно через планшет. Дошкольники на экскурсии по робототехнике и инновационным технологиям трогали руками то, что раньше только видели по телевизору. Роботов-черепашек, например. Почему их называют черепашками, не ясно, разве что похоже по форме. Именно так выглядит внутренняя схема робота-пылесоса или любого другого цифрового гаджета. Летом 2022-го устройство привезли с базы Московского института механики. Появилось очень много роботов-доставщиков еды, автономных полностью. Для того, чтобы обслуживать этих роботов, нужны современные специалисты, которые разбирались бы и в работе этих внутренней начинки и в программном обеспечении таких роботов. То есть для именно обучающих целей был разработан или создан такой проект, где готовили специалистов именно для этих роботов. Современные технологии – вещь сложная, и для дошколят порой непонятно, как это все устроено. Однако педагоги считают, знакомиться с техникой в юном возрасте сегодня необходимо. Этот способ взаимодействия с гаджетами дает детям развитие во многих направлениях. И развитие мелкой моторики, и мышления, и воображения, и творчества. И плюс еще дети работают в команде, в парах чаще всего. И позволяет сформировать коммуникативные навыки, кроме того. Ну и, конечно, инженерное творчество. Дети учатся конструировать и программировать затем эти конструкции и оживлять их. Это доставляет им радость, удовольствие и, несомненно, развитие. За одну экскурсию ребята прошли несколько секций. Их организовали педагоги Мирнинского технологического колледжа и Центра дополнительного образования. Познакомились с новейшими технологиями в этот день не только дошколята, но и ученики старших классов. Познавательные встречи планируют проводить регулярно. Анна Брущенкова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Скоротать время перед вылетом в накопитель аэропорта Мирного теперь можно, глядя на картины. Мирнинское авиационное предприятие разместило рисунки художников детской школы искусств в зоне вылета. Для юных художников это не впервой. Просто в этот раз стены украшают картины на авиационную тематику и городские пейзажи. Почти напротив Кангаласского мыса, на правом берегу Лены, у села Хамустах, находится небольшая пристань Сотинцы. Рядом с ней разместился музей деревянного зодчества «Дружба». Этот музей посвящен давней дружбе жителей Ленского края с русским народом. В парке воссозданы памятники деревянного зодчества Якутии 17-19 веков. Здесь можно побродить, наслаждаясь ленскими пейзажами и удивительной красоты строениями. Вы можете увидеть реконструкцию острога 17 века, копию Спасской церкви, осадные башни и купеческие дома. Особый интерес представляет якутский балаган зажиточного купца Дмитрия Алексеева, который относится к 19 веку. О традиционном зимнем жилище, которому 200 лет, расскажет экскурсовод этого музея Айсен Герасимов. Скажите, пожалуйста, об этом балагане, когда он был построен и в чем его уникальность? Это балаган был передан наследником Дмитрия Алексеева, Сукурдур Дмитрий. У этого балагана более 200 лет, от 30 километров от местности Чемчагой, оттуда его перевезли. Балаган очень красивый, он очень большой, просторный. Но первым делом, конечно, когда приезжают гости, нужно что провести? Да. Давайте мы тоже проведем обряд, чтобы наша дорога и наша поездка удалась. Нужно обязательно покормить огонь с пожеланием всего самого хорошего. Один из первых объектов является балаган, перевезен в 1987 году. Основатель
данного музея Дмитрий Кононович сам был, присутствовал. И еще один из основателей, Раиса Рясовна Кулаковская. Такой огромный балаган. Бывает только у богатых. Но это вот Дмитрий Алексеев сам был середняком, не богатым был. Ну вот, видите, вот дверь, вот стены наклоненные, они вот много мест не занимают, зато вот много размещается. Сколько человек тут могло разместиться в те времена? Ну, около 20. Вот, как видите, вдоль стен располагались нары. Вот эта сторона хозяева, а вот правая сторона это все гостиная. А где они обедали, где ужинали? Все они вместе, вот где вот сандалы стол. Ну и печь, конечно, камелек занимала основное, можно сказать, главное место. Вот зимой все-таки камелек спасал? Камелек традиционно вот располагался в центре дома. Они вот называли его сердце балагана, да? Вот. Ну, фигура балагана является полукругом, поэтому вот при топке камелька, да, от него вот выходит тепло и очень хорошо циркулируется, поэтому тепло очень хорошо держится. Говорили, что он разделялся на несколько частей, да, то есть была мужская сторона, женская сторона, а мы сейчас находимся около хозяйственной части, да? Посуда вот называется матачах, да? Вот сделана из бересты, шили вот из конского волоса, да? И вот еще обруч, да, ну, кольца сделаны из стальника. Ну, что здесь хранили женщины тогда? Кётчах. Ну, кёрчах, да, ну как, сбитые сливки. Да, кёрчах, сбитые сливки. И, в принципе, хозяюшка с утра могла тут сбить, да? Ага. Это полный комплект. Этак. Ага, таким образом, да? Сбитые сливки. Утренний десерт делали, да? Половина должно быть хлеб. Да? А там поместилось ну, более 40 коров. Хотана, да, хлеба помогала вот балагане в общем. То есть поддерживала тепло, да? То есть все друг другу помогали, получается так. Огромные толстые бревна, да? Они вот обрабатывали мочой коровьей. Да? У мочи есть этот аммиак, да? Поэтому вот она вот впитывает и становится как камень, да? Ага, да, твердеет. Когда вот люди приходят, да, сюда вот отдыхать, чтобы, ну, смотрят, осматривают объекты, что вообще их интересует больше вот из истории? Наш музей, ну, основной тематикой является вот историко-архитектурный, как жили, вот жилище, утвари, да, показываем и все вот последовательно рассказываем все вот зимнее жилище, якутское, летнее жилище и коч. Наши зрители запечатлели девочку в традиционной национальной одежде. Девочка Уина гуляет по селу Сасыр Момского улуса. Ее наряд называется дудика. Это традиционная повседневная эвенская одежда для детей. Ее изготавливают из натуральной оленей кожи. Наряд для маленькой модницы сшила ее бабушка, чумработница Екатерина Слепцова. Даже бусы на шубе имеют свое значение. Они символизируют очаг и юрты. Уникально даже имя девочки. Уина с эвенского переводится как «высота». Такой наряд не позволит ребенку замерзнуть даже в самые суровые морозы. На этом у нас все, а я напоминаю, что свои интересные видео вы можете отправлять на наш телеграм-канал, и мы обязательно их покажем.